сейчас огромное количество детей, которые обращаются именно с проблемой аптечной наркомании. К сожалению, большее количество как раз-таки не приходит к нам. То есть официальная статистика является лишь верхушкой айсберга. Да? Ну почему дети не обращаются к нам? Это чаще всего из-за того, что до 18 лет мы ведем прием исключительно с родителями, либо с официальными представителями. Поэтому дети боятся рассказывать, боятся также, что если они обратятся к врачу-наркологу, то их могут сдать в милицию, да, или еще что-то подобное, привлечь к уголовной ответственности, еще что-то. Хочу отметить, что это на самом деле не так, потому что вся информация является строго конфиденциальной, обращение в нашу службу является анонимной, потому что, так сказать, вы защищены законом о врачебной тайне. В медицинской практике, конечно же, эти препараты применяются, но они применяются в терапевтической дозировке. А люди, использующие эти средства в рекреационных целях, то есть в немедицинских целях, используют в дозах, превышающих терапевтическую, то есть токсическую. И, естественно, когда препарат оказывает токсическое воздействие на организм, происходят какие-то изменения в центральной нервной системе, изменения в психике. Это может быть галлюциногенный эффект, это может быть изменение какого-то эмоционального состояния. Да? И, конечно же, когда это уже токсический эффект, идет выраженное негативное воздействие на все системы организма. Одни из первых таких звоночков для родителей, для учителей, да, то, что вы находите, возможно, упаковки каких-либо неизвестных вам средств, лекарственных средств в карманах, возможно, где-то в сумке, да, или дома, в комнате ребенка. Также изменение поведения ребенка. Он становится чаще всего более сонным, апатичным, изменяется успеваемость ребенка в школе, то есть резко снижается, ребенок начинает позже приходить домой. Также раздражительность появляется, то есть это один из симптомов синдрома отмены, когда концентрация вещества в организме падает, появляется потребность употребить вновь. И в этот момент у ребенка возникает раздражительность, агрессия, возможно. То есть если, допустим, ребенка не отпускаете гулять, у него могут быть яркие вспышки агрессии какие-то. Ну и также измененное поведение, речь, замедленная речь, более какое-то разорванное, может быть, мышление, такое бессвязное, какое-то псевдологическое, да, мышление, может быть. То есть человек разговаривает какими-то непонятными фразами, употребление новых сленговых слов каких-то, жаргонов, то есть это могут быть таблетки, используют обычно колеса, еще что-то, какие-то подобные новые слова.